Таджикистане в августе запустят новую систему мониторинга и раннего оповещения на высокогорном Саресском озере в Горном Бадахшане, сообщил глава Экш-республики Рустам Назарзода. Он напомнил, что водоем потенциально опасен прорывом огромной массы воды через природную плотину. Система будет введена в строй в августе 2021 года. На данный проект Азиатский банк развития выделил грант в $750 тысяч, сказал он. Так, в частности, полностью будет заменена система мониторинга и раннего оповещения до самой границы с Узбекистаном в Шаартузском районе Таджикистана. Сейчас опасности прорыва плотины Саресского озера нет. Экш контролирует выход воды из Усойского завала, который служит природной плотиной, сказал Назарзода. Он добавил, что указанный проект рассчитан на 5 лет и затрагивает интересы Таджикистана и Узбекистана, поскольку в случае прорыва природной плотины 15-метровая волна способна дойти до Аральского моря и привести к гибели до 5 миллионов человек. Также в зону бедствия могут попасть Туркменистан и Афганистан. Озеро Сарес расположено на территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана на высоте 3255 метров над уровнем моря. Его длина составляет 70 километров, максимальная измеренная глубина – около 500 метров, объем воды – более 17 кубических километров. Это озеро, относящееся к завальным, возникло в результате разрушительного землетрясения 1911 года, перекрывшего реку Бартанг. В 2000 году под управлением Всемирного банка был запущен международный проект, на Сарезе появились современные системы раннего оповещения и мониторинга, обновленные в 2004 году. АБР одобрил проект управления рисками стихийных бедствий в сентябре 2018 года, чтобы помочь Таджикистану подготовиться и отреагировать на стихийные бедствия и изменения климата, а также уменьшить воздействие стихийных бедствий на людей. В 2020 году Азиатский банк выделил $10 миллионов на модернизацию оборудования.